Душанбе. В столице Таджикистана прошел военный парад во знаменование 70-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Президент страны Эмомали Рахмон воздал честь 300 тысячам таджиков, сражавшихся в рядах советской армии, 90 тысяч из которых погибли. Таджикистан официально отмечает День Победы 9 мая, однако парад в Душанбе был проведен на день раньше, с тем, чтобы президент Рахмон поспел к памятным мероприятиям в Москве. Память о Второй мировой войне также отмечена в столице Казахстана Астане, где горожане прошли маршем в сопровождении военной техники. Многие участники несли фотографии своих родственников, сражавшихся в войне против нацистской Германии. Киргизстан. Выставка картин на тему Второй мировой войны открылась в Бишкекском музее искусств накануне Дня Победы. Среди 15 выдающихся художников, чьи работы представлены в экспозиции, есть и участники войны. Новый украинский самолет производства государственной компании «Антонов» совершил свой дебютный рейс из Киева в Гостомель. Грузовой самолет Ан-178 предназначен для военных и гражданских нужд. Вскоре после завершения полета украинские чиновники подписали контракты на поставку самолетов в Азербайджан и Китай. В Пешаваре на северо-западе Пакистана неправительственная организация «Гражданское общество Пахтунхва» провела конференцию всех партий в связи с предстоящими местными выборами, намеченными на 30 мая. Участники единогласно осудили недавний запрет одного из избирательных округов, препятствующий женщинам участвовать в голосовании. В нескольких других районах провинции Хайбер-Пахтунхва женщины были отстранены от голосования на парламентских выборах 2013 года. НПО призвало женщин участвовать в голосовании, несмотря на запреты на местах.